Встречи кураторов профсоюзных организаций со специалистами Рессовета, обсуждение актуальных тем и вопросов, а также заключение новых договоров на продолжительные сроки. Как проводились семинары перед аттестациями представителей первичных профсоюзных организаций, какие вопросы обсуждались и насколько продуктивны они оказались. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос сферы охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профессионалист педагога на руководящей должности. Каким должен быть настоящий специалист? Что он должен уметь в общении с детьми и с коллегами? Об этом и не только, далее в программе. В Доме профсоюзов состоялся обучающий семинар для кураторов первичных профсоюзных организаций. Открыл его председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхан Герцелиев. Сегодня мы заслушаем с вами короткие доклады наших коллег-кураторов о проведенной работе за прошедший год. Напомню вам, коллеги, что в вашу обязанность по положению входит ежегодный аналитический отчет докладом на районном совете о проделанной вами работе подшефными организациями. В принципе, эти доклады за 5 лет у вас должны храниться. Он подчеркнул, что на куратора возлагаются обязанности по оказанию организационной и информационно-методической помощи первичным организациям, реализации уставных задач, решений вышестоящих профсоюзных органов, и от того, насколько эффективно и ответственно поставлена работа куратора, во многом зависит вся деятельность первичных профсоюзных организаций. Также пожелал присутствующим для плодотворной деятельности по максимуму использовать в своей работе наставления, которые в ходе семинара будут сделаны специалистами Рессовета профсоюза. Буквально недавно наши коллеги по распоряжению президиума провели проверку всех кураторов на состояние эффективности этих работ. Возник институт кураторов, конкретно по потребности, так как наш коллега, штатный работник, представитель, не в состоянии был посещать большое количество организаций, доводить информацию, быть всегда, доводить информацию для рядовых членов профсоюза. Вот так зародился институт. Каждый куратор это является активист, непосредственно сам является председателем первичной профсоюзной организации. Это базовая организация, имеющая достаточно на хорошем уровне всю организационную уставную работу. Является примером, так бы скажем. Они системно посещают организации, доводят ту информацию, не подменяя самого председателя первичной профсоюзной организации. В ходе совещания также раскрыли тему основных атрибутов первичных профсоюзных организаций, в соответствии с которыми должна строиться работа первичного звена. Далее напомнили кураторам о порядке приема в члены профсоюза, уплате и учете членских профсоюзных взносов, о функциях, возлагаемых на контрольно-ревизионную комиссию первичных профсоюзных организаций. Работа куратора очень сложная, хочу сказать, потому что нужно донести необходимую информацию до самого председателя. Затем надо работать не только с председателем, но и с членами правкома подшефных организаций. Далее постоянно проводить беседы с уполномоченными, постоянно присутствовать на заседаниях правкома, приглашать председателей, доводить до них информацию, которую мы получаем в Рессовете профсоюза. То есть сама работа, она действительно требует очень много времени. Поэтому надо совершенствоваться самому и совершенствовать тех, кто находится рядом с тобой. То есть постоянно информировать председателей первичных профсоюзных организаций о том, что я делаю, как я делаю, и чтобы они делали лучше, чем я. Деятельность кураторов профсоюзных организаций достаточно трудоемкая и сложная работа, как морально, так и физически. Но в то же время, если есть желание и стимул, с ней справиться можно. В основном все положения у куратора прописана основная работа куратора. Это составление плана, составление графика, выезда. В частности, в моей работе, я курирую 15 профсоюзных организаций, и все они расположены, если взять наш район, самые отдаленные населенные пункты, мне приходится часто выезжать. Есть график, но тем не менее, часто мы выезжаем по такие внеочередные выезды осуществляем.
Я считаю, что работа, она очень нужная, необходима, потому что в основном вот, профессиональная работа, у них есть определенная особенность, в которую нужно вникать. И вот мы вот в этом плане работаем. Для себя я определил, что профсоюзные работники вот, условно делятся на две категории. Есть категория работников, которые стараются выполнять все нормативные акты и строить свою работу, и прилагают усилия. Вот, и, конечно, им достаточно оказать вот, незначительную помощь, и они выполняют свой дело. А есть категория руководителей вот, профсоюзных, которые не исполняют, скажем так, добросовестно. И вот зачастую вот, во многом приходится их работу осуществлять самому. И каждый раз, когда им делают замечания, они ссылаются на, скажем, на большую загруженность. Ну, мы, конечно, выходим из положения, доставляем, оказываем помощь и приводим все эти документы, всю работу на нормальное русло. Вот. Также на семинаре специалисты Риссовета профсоюза подробно осветили вопросы по направлению профсоюзной деятельности. И в завершении семинара Чеченская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации заключила гражданско-правовые договоры с кураторами о выполнении соответствующих работ. По инициативе Координационного совета профсоюза работников учреждений профессионального образования в образовательных учреждениях Чеченской Республики прошли информационно-методические семинары для преподавателей, изъявивших желание к прохождению аттестации на установление квалификационной категории. Так, очередной семинар прошел в школах города Шали и Курчалоя, где участников семинара предстоящей аттестации подготавливали морально и психологически. Как бы мы ни говорили, что бы мы сейчас не обсуждали с вами, мы все с вами люди, и все подвержены чему? Стрессу, да? Мы все испытывали с вами такое состояние, когда мы приходим на какое-нибудь ответственное мероприятие и понимаем, что бы мы ни готовили, в школе все учились, в институтах, как бы мы ни подготавливались к этому мероприятию, как бы мы наизусть все не знали, мы приходим, наше сердце начинает 2 раза быстрее биться, руки дрожат, коленки, голос, мы теряем картинку. Что в этот момент происходит? Все забываем, и это нам мешает. Человек испытывает стресс. Сегодня мы присутствовали на семинаре, который очень много полезного нам дал. Во-первых, здесь присутствовал, в общем, те, которые интересовались именно аттестацией. И очень много поучительного сегодня мы услышали на семинаре. Также, пользуясь случаем, я хотела бы отметить работу районного профсоюза и отметить то, что очень большую, огромную помощь оказывает райсовет председателям, а также членам профсоюза. В конце семинара слушатели получили ответы на все интересующие вопросы. Каким образом должна оплачиваться работа воспитателя, если он помимо своей работы выполняет обязанности отсутствующего воспитателя? Если речь идет о выполнении воспитателем педагогической работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, то такая работа может выполняться только с согласия этого работника. Следует отметить, что выполнение такой работы в соответствии с постановлением Минтруда Российской Федерации от 30 июня 2003 года за номером 41 не считается совместительством и не требует заключения трудового договора о работе по совместительству. При этом оплата работы, выполняемая за отсутствующего воспитателя, ничем не отличается от оплаты за работу за основную ставку заработной платы и должна производиться пропорционально отработанному времени с применением всех повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действующей системой оплаты труда.
Я родитель ребенка-инвалида. Ежегодно мы вынуждены проходить реабилитацию с ним в санатории. Предоставляется нам незадолго до дня отъезда, в связи с чем спланировать ежегодно оплачиваемый отпуск заранее просто невозможно. Ссылаясь уже на утвержденный график отпусков, работодатель отказывает мне в предоставлении отпуска в удобное для меня время. Имею ли я право на отпуск в такой ситуации? Да, вы как родитель, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, имеете полное право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для вас время. Такую льготу гарантирует вам статья 262.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Но нужно иметь в виду, что право на такой отпуск есть только у одного из родителей. Поэтому работодатель может запросить справку с места работы другого родителя о том, что ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставлялся ему в удобное время. Также вместе с заявлением необходимо предоставить свидетельство о рождении и справку об установлении инвалидности ребенку. Положения упомянутой статьи Трудового кодекса Российской Федерации направлены на создание благоприятных условий для родителей, имеющих ребенка-инвалида, и повышение возможностей детей-инвалидов в получении своевременного и качественного санаторно-курортного лечения. В случае, если работодатель не соблюдает требования комментируемой статьи и не предоставляет отпуск, работник может обратиться за защитой своих прав в прокуратуру или суд. Голова любой школы – это, конечно же, директор. Все начинается и заканчивается именно с него. Успех школы и учеников зависит от него. Теперь представьте, какая же это ответственность. А что, если вся эта ответственность лежит на плечах хрупкой женщины? Как справиться с такой ношей? Конечно же, для этого в первую очередь нужно любить свою работу, иметь крепкие нервы и, что немаловажно, дружный и отзывчивый коллектив. Одним из таких фанатов своей работы является Лайла Духаева, директор Побединской среднеобразовательной школы, которая вот уже много лет живет, посвятив себя сфере обучения. Начинала я в 1997 году в должности исполняющей обязанности. Потом, в общем, как-то получилось, что я несколько этапов прошла с 1997 по 2000 год. Получилось так, что бывший директор не смогла выйти на работу, и в 2000 году мне пришлось принять это все. Ну и прошел такой этап, я помню, с 1997 по 2000, когда был хаос, не платили, то есть по 1999 год, ну потом военные действия, потом уже налаживание мирной жизни, когда уже взял в свои руки первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, все это. Было, конечно, очень тяжело и сложно, потому что был период, когда вообще разваливалось все по частям, нужно было удержать коллектив, нужно было как-то мотивировать людей. Потом, когда уже военные действия, люди боялись сходить на работу, приходилось тоже уговаривать, пыталась сохранить тех педагогов, которые были, чтобы они не ушли на рынок или в другую сферу деятельности. Народ заслуживает своего руководителя, и мы, в общем, поверили в себя, потому что пошли такие позитивные изменения. Ну, я хотела сказать, что мечтой тогда, моей мечтой и мечтой жителей этого села и коллектива было, конечно, скажем, несбыточной мечтой была вот эта школа, которую вы сейчас видите. А сейчас, конечно, на нас возложена огромная ответственность в таких условиях, с такими, скажем, с таким руководителем. Нам, конечно, грех не работать. Это наш долг — показывать каждый день, улучшать свои образовательные результаты, улучшать качество образования, улучшать работу в плане воспитания подрастающего поколения. И мы стараемся, скажем так, ну, не сразу все получается, потому что это, конечно, дети, это работа с родителями, это, в общем, комплекс всех мероприятий. И поэтому поэтапно, шаг за шагом, анализируя свои результаты, анализируя работу, анализируя то, что получилось и не получилось, если не получилось, то почему, я думаю, что мы идем в правильном направлении.
Лейла работает в этой школе еще с 90-х годов, когда работа была не такой легкой, и здание школы было не таким удобным и красивым, где есть все необходимые условия как для преподавания, так и для обучения. Поэтому она знает, какой путь прошла ее родная школа и ценит каждый день, проведенный в ее стенах, и старается делать все для ее дальнейшего процветания, чтобы была на равном уровне с остальными школами республики. Труды ее работы заметны на достижениях ее учеников. Учащиеся нашей школы ежегодно показывают высокие результаты, то есть не результат одного ребенка, а вот средний результат выпускников ежегодно увеличивается в качестве. Далее появляются высокобальники на протяжении вот этих вот 5 лет. Мы наблюдаем, что с каждым годом у нас высокобальников все больше и больше. Наши дети участвуют в различных конкурсах, защищают проекты свои. Так у нас в 2019 году в республиканском конкурсе проектов наши 2 учащихся, ныне они учатся у нас в 10 и в 11 классе, 2 мальчика, заняли 2 место. Далее мы участвовали недавно в ЧГПУ, проходил конкурс «Мост в науку». Там наши ребята тоже стали в своем направлении победителями. Сейчас мы опять с этими проектами стараемся выйти уже на всероссийский уровень. Далее мы готовимся, подали заявку и готовимся принять участие и победить в Олимпиаде по функциональной грамотности. Конкурс, конечно, ответственный, эти задания, эти направления для нас новые, но тем не менее наши дети, когда мы уже внутри в школе провели свою Олимпиаду по функциональной грамотности, то есть мне было просто интересно, как наши дети будут справляться с тем материалом, который мы им не давали. И вы знаете, я пришла к такому выводу, что дети у нас замечательные, они у нас одаренные. Несмотря на свою должность и занятость, Лейла старается тесно взаимодействовать с детьми напрямую, посещая не только занятия, но и столовую. Так она узнает, что необходимо ее ученикам, чего не хватает. А одним из главных составляющих удачной работы в школе – это дружный и сплоченный коллектив, который готов прийти на помощь в трудную минуту. Уже более 20 лет я работаю в этой школе. И могу сказать о Лейле Джамиевне, что она очень креативный, творческий директор, который болеет всей душой, всем сердцем действительно и за образование в школе, в республике, не побоюсь сказать, и за психологический климат и комфорт своих работников, то есть нас, учителей. Только положительное. Лейла Джамиевна сама большой трудоголик и сама требовательна прежде всего к себе, и, естественно, требует и от нас всех качества работы. Побединская школа тесно связана с профсоюзом образования. Профсоюз образования Чеченской Республики оказывает любую необходимую поддержку. Так здесь открыли кабинет психологической разгрузки, где преподаватели могут отдохнуть морально, успокоиться и продолжить свою работу. Психологическая и моральная разгрузка очень важна и для Лейлы. По ее словам, если оставить негативные мысли, плохое настроение за стенами учебного класса, дети усваивают и понимают предмет намного лучше. В данной должности председателя первичной профсоюзной организации я 1-й год, но в данной школе я работаю уже 12 лет. И хотелось бы отметить, что в 2018 году наш коллективный договор, который был заключен с директором и между первичной профсоюзной организацией МБУ «Побединская СОЖ», занял 1-е место в республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор». Конечно, и все это благодаря нашему замечательному директору, руководителю нашей школы Духаевой Лейле Джамиевне. Профессия учителя, а особенно директора, это трудоемкая, сложная работа, требующая много времени, сил и терпения. Ведь директор школы – это человек многогранный, отчасти психолог, воспитатель, от которого зависят наши дальнейшие знания. И наверняка нам необходимо сказать спасибо всем, кто занят в сфере образования, за время и силы, потраченные на нас, и за те знания, которые они нам дали.